30 ноября в Европарламенте состоялся семинар на тему «Растущая власть Китая в Европе, ее влияние на суверенитет, безопасность и права человека европейских стран». Встреча была организована вице-президентом Европейского парламента Пино Пичиерино совместно ЕС и Итальянской Федерацией прав человека. На встрече уйгуры, тибетцы и жители Гонконга представили информацию о трансграничном насилии в Китае и о том, как Китай распространяет эту угрозу в Европе. Присутствовавший на встрече президент Всемирного уйгурского конгресса Далкун Иса выступил с речью и дал участникам реалистичную информацию о черной руке, которую Китай протягивает Западу. На встрече также присутствовали некоторые члены Бельгийской ассоциации уйгуров и некоторые уйгуры в Бельгии. Члены уйгурской общины во главе с правительством Восточного Туркестана в изгнании провели акцию протеста перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Соединенных Штатах против лицемерия Китая. Уйгуры призвали международное сообщество заняться китайско-восточно-туркестанским конфликтом и принять меры против продолжающейся китайской кампании колониализма, геноцида и оккупации в Восточном Туркестане. Акция протеста прошла в то время, когда министр иностранных дел Китая Ван И председательствовал на заседании СБ ООН по израильско-палестинскому конфликту и служит разоблачению лицемерия Китая и осуждению его колониальной и геноцидной политики в оккупированном Восточном Туркестане. Ведущие данные по экономической активности в производственном секторе Китая показали, что сокращение в прошлом месяце продолжилось. Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам обрабатывающей промышленности в ноябре снизился на 0,1 пункта до 49,4. Индексы PMA выше 50 указывают на рост экономической активности, а значения ниже – на снижение. В ночь на 30 ноября в хостеле в центре Алматы вспыхнул крупный пожар. Угарный газ унес жизни 13 человек. По данным муниципальной службы по чрезвычайным ситуациям, люди, проживающие в подвале трехэтажного дома, сгорели заживо. В заявлении Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы говорится: выявлены 13 пострадавших, их личности устанавливаются в ходе разведывательных и противопожарных операций. Предварительно они умерли от отравления угарным газом. На проходившей в Пекине второй турецко-китайской бизнес-конференции обсуждались пути улучшения связи двух стран в рамках глобальных производственных цепочек и цепочек поставок для устойчивого экономического сотрудничества и сбалансированной торговли. На конференции, организованной в партнерстве с Советом по внешнеэкономическим связям, Ассоциацией турецких промышленников и предпринимателей и Китайским советом по содействию международной торговле, состоялась панельная дискуссия под названием «Глобальные цепочки поставок и турецко-китайское сотрудничество». Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и военным кабинетом Израиля. Позже он встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Согласно заявлению Госдепартамента США, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль, имеющий право защищать себя в соответствии с международным правом. Госсекретарь Блинкен призвал Израиль принять все меры предосторожности для предотвращения причинения вреда гражданскому населению.